этот квадрат – это наш дом, наша жизнь. Потом, кровью просто проделали все. Театр Оазов – это, я бы сказал, головной театр Республики Казахстан. Здесь все должны понять роль Ауэзовского театра в казахском искусстве, потому что это родоначальник. На казахском языке звучит «карашаңрақ». «Карашаңрақ» – это святое. Театр начинается с вешалки, а спектакль начинается со сценографии и костюм. Театр зависит от 3 человек, которые выпускают спектакль. Это режиссер, художник, артист. Если вот из них один не будет, то хромой спектакль будет. Художник карандашом думает. Он рисует и сочиняет спектакль. Актеры, они играют в тот спектакль, который мы задумали с режиссером и художником. Чтобы начать эскиз делать, нужна страсть. Поэтому я вот какие-то вещи просто начинаю с того, что вот хулиганю на своем полотне просто нужна энергия. Она приведет к тому, что найдется решение спектакля. Құрметті көрермендер, театрға келерде мына жайды есте сақтаңыздар. Орындықтар қатарлар арасынан арқаңызды сахнаға, алып жүзіңізді отырғандарға қарата өткізгеніңіз жөн. С детства я со своей сестрой играли в спектакле. Собирали детей, с улицы детей и делали какие-то постановки театральные. В данном случае там я участвовал как художник, а сестра участвовала как режиссер. И вот мы делали какие-то постановки, про войну играли, и вот мы как-то умели организовать людей, собрать детей и сделать спектакль. С Есенгельди познакомились в 1977 году в Москве. Я учился на 3-м курсе режиссерского факультета ГИТИСа, а он школа-студия МХАТа. Он уже на 4-м курсе был. В Москве он сделал выставку художников, студентов. И я увидел его оформление, его эскизы на Ахан Серахтохты. Человек, он трудоголик, с широкой фантазией. Я учился на сценографию, закончил художественное училище, потом институт в Москве и сразу устроился на работу в театр. И буквально 2 спектакля поставив в русском театре в городе Караганде, я был назначен главным художником театра имени Оазова. Театр.
– это всегда праздник, всегда ожидание чуда. В театре сплетаются поэзия и музыка, драма и безудержный смех, откровение и сострадание. И все для того, чтобы каждый вечер в зрительном зале взволновать человеческую душу, вселить в нее веру в прекрасное, дать ей силы для подвига. Уже прошло 38 лет, как я работаю в этом театре художником-постановщиком. Вот немножко черное со стронцей и с синевой. Сейчас я делаю бурю на сцене, свет на сцене. То есть тогда, когда свет даешь на сцене, появляется воздух. Вот пандус. Раз, два, три. Чуть правильно. И до стула. Раз, два, три. Все, на месте диван 20 сантиметров ниже, ближе сюда. Вот чуть полосы. Как раз, вот смотри, вот эти вот проклейки, чтобы ничего это не было. Ну, чтобы это не было. А если сюда встанет человек, тогда что? Вот это не должно, вот это не должно. Да, вот. Вот этот откос 20 метров в глубину, 15-17 метров в ширину и в высоту 10 метров, а то и больше, 28 метров. Все это придумывает художник. Вот это пространство, это его пространство. Оно игровое. Это есть сценография. Это видеоряд. Зритель, когда видит, меньше слышит, больше видит. Он может смотреть направо, налево, прямо, в объемы и в актера. Мастерство его творчества, который понимание, какой спектакль, как должен оформлять. Он всегда находчивый, фантазия у него работает. Краска, цвет, все уместно почти. На полусловах он понимает и помогает тебе. Что в нем нравится? Он художник хорошей школы, московской школы. Он художник очень современного мышления. Он неординарно мыслит. Если художник нарисовал бы что-то и сказал бы, вот, все, я больше не вижу, я падаю. Он очень хорошо работает в поиске, в карандаше, в эскизном варианте решений. Какой эмоциональный, надрывной художник. Вот буря. Он такой спокойный человек, ходит даже дома, жене ничего не говорит. Тихо-тихо ходит. А как художник, он очень эмоциональный. Все краски у него, все вот эти цвета у него, наброски, какие-то декорации, да, куда кидает он. Он художник будущего, и все. Режиссер для меня – это брат, друг, и это кровный по крови человек. Режиссер и художники – это как одно целое. Это люди, которые рождают спектакль и от начала до конца идут вместе. Я его пригласил первый раз на свой спектакль «Ревизор» Гоголя. Прекрасный был первая работа его, и он отлично показал свой сценографию. И иногда с режиссером, который озадачивает тебе, одну ставит задачу, другую. Мне она не нравится, его задача. Она у него бытовая. Нарисуй мне, что ему нарисуй. Надо поговорить сначала, разговориться, что он хочет. Рисовать надо мыслями, словами, текстом, диалогом. Рисовать надо объемно. Вот мне нужен такой встречный режиссер, который поймет меня. Сидим совместно, он объясняет свои наброски, потом я начинаю говорить, что я вижу, как я вижу эту декорацию, так, костюмы, как должно быть. Потом совместно
Вот так постепенно приходим к единому решению. За период работы в театре я поставил около 200 спектаклей. Но в театре Ауэзова я насчитал 80. И на стороне все остальное. Один из запоминающих спектаклей был это «Карагоз» Ауэзова. Мы поставили с Азербайджаном Мадиевичем Мамбетом. Это очень известный, талантливый, гениальный режиссер. На моем пути это я счастливый человек, что поработал с таким режиссером. Этот образ и костюмы, и декорации, это было единое целое. И потрясающий режиссер, который сделал такую постановку мощную, грандиозную постановку. Там была монументальность этой постановки, потому что это было очень масштабное, зрелищное представление. И этот спектакль шел очень много лет. И он гастролировал и в театре в Москве, в театре Вахтангова, и гастролировал во Франции этот спектакль. Вот актер заходит, а у меня все развешено. Вот, маску одеваем. Он должен сейчас невесту украсть. Вот, декацията. Давай, ты украсть. Костюм – помощник, первое, помочь раскрыть образ актера. «Маршал Маллан» – это Гаджибекова, это замечательная пьеса, она очень историческая. Мне важен был стиль, пастельные тона. Мне нужно было, чтобы все были не одинаковые, цветные. Это краски, да? Это разводы, это радуга, радостный спектакль. Это драматическое произведение, которое очень музыкальное, певческое, с голосами. Наши актрисы замечательно поют. И пластика у них замечательная. Сам костюм, он, видите, предполагает, что все должно быть очень изящно, очень красиво, очень приятно глазу, поэтому костюм дает какую-то, наверное, собранность. И в этом уникальность. Вообще, то, что мы одеваем, в этом заключается уникальность, оно как бы дополнение к нашим ролям. Меня вдохновить ничто не может. Я сам себя вдохновляю. Я сам себя интригую. Вот если у меня есть задача поставить пьесу, я сам себя озадачиваю тем, что мне нужно то, другое. Я себя уже играю в роли этой пьесы, в роли этих героев вхожу. Сначала найти силуэт костюма, какой будет, характер костюма, найти его в пространстве, цветовая гамма какая будет. Костюмы – это вот такая очень тонкая, очень щепетильная вещь, очень интеллектуальная вещь, потому что в нем играет актер. Ему должно быть удобно. А костюм должен помогать ему раскрывать образы. Если у него не хватает этого, то костюм ему поможет. Вчера ходившийся актер, который без костюма репетировал, как только он надевает костюм, у него радость появляется на глазах. Он светится все, и он в образе, ему стало легче работать. Вот в чем счастье, вот в чем контакт костюма с актером.
и художника. Я играю роль Аскера, который по уши влюблен в прекрасную Гульчехру и добивается ее руки. Костюм мне дает, допустим, вот головной убор. Когда я смотрю на головной убор, я забываю, что я узкоглазый казах. Я себя чувствую азербайджанином. То есть какие-то элементы всегда и в обязательном порядке помогают актеру воплотиться в роль, как-то посмотришь на одежду, допустим. До этого был как-то приближенный костюм к национальному, скажем, да, вот, кавказского стиля. Он дает совершенно другое ощущение. Когда ты одеваешь его, сразу становишься подтянутым, таким вытянутым красавцем себя чувствуешь. Костюм должен идти тебе, вот, не мешай. Должен так подобрать, чтобы тебе не мешал, помогал. Силуэт костюма, он должен сочетаться, быть единым целым в этом пространстве. Я в этой фигуре вижу сначала фигуру человека, потом я ее должен одевать. Для того, чтобы прийти к костюму, сначала, в первую очередь, это сценография. В каком пространстве должны существовать твои герои? Вот то пространство превращается в образ. Все в складках. Очень монументально должно быть. Складочки надо показать. Это история времени. Сейчас я делаю отделочку. Без орнамента мы определяем место для орнамента, для того, чтобы он четко садился у меня в пространство костюма. То есть смотрелся на плоскости. С этого поиска эскиза, с этого подмалевка появляется вот такой вот эскиз. Потому что вот здесь надо будет какой-то орнамент дать. Вот так. Раз, чуть-чуть. Какой характер орнамента? Надо понять, какой характер орнамента. Прерывистый, не абсолютно симметричный. Чувствуется какая-то асимметрия. Вот здесь будет немножко ударчик по орнаменту. Вот. Допустим. Здесь мех, здесь чуть-чуть орнамент. Все. Вот появляется чапан у меня. В спектакле Абай казахские костюмы, они силуэтно очень национальные. Чапаны длинные, там все, сюртуки, камзолы, они приталенные, там все казахские, силуэт казахский, орнаментика, отделка казахская, национальная, все. Другое дело, они очень стилизованные. Это не традиционный костюм. Традиционный костюм, он немножко другой. Традиционный костюм вряд ли будет на сцене смотреться. Традиционный костюм, он потеряется на сцене, потому что это расстояние. Расстояние 20 метров, любой костюм традиционный потеряется, потому что там идет мелкая вышивка. Нам нужно расстояние и нам нужно зрелище. Поэтому укрупненные костюмы, укрупненные орнаменты, укрупненные фигуры.
Абай, его окружение и противостояние Абая должно быть очень конфликтно. Почему Абай в светлом, несущий свет в темном царстве? И почему Жиренше в темном костюме? Потому что такой образ. Образ противостояния против Абая. Это та сила, злая сила. Костюм у него темный. Орнамент очень строгий, жесткий орнамент, угловатый. Все это говорит о его фигуре. Абай в белом, светлом. И стихи его светлые. Поэтому он несет красоту, идею и любовь. Сол сұмдықты көргендіктен бүгін Айдар мен Ажардың тілеуін тілеп кеп отырмын. Оны сен де көрген едің, Жиренше. Бірақ тағы да қисайт айтып, тағы да теріс айтып отырсың. Түйек асып өлтіріп ет дейсің. Сол ғана мет, түйек асып, оның артынан құз басынан құлатып, ақырында 40 рудың баласына 40 кесек атқызып, таспен мылжалап өлтірді. Для меня интересно живое искусство, трогающее тебя, интересующее тебя. А мастерство, оно при тебе, оно всегда, оно никуда не уйдет. Можно пейзажи писать, это можно натюрморты и все остальное. Это дело индивидуально одного человека. А коллективное творчество, оно интереснее, оно живое. Это одна семья, которой так и должно быть. Вот тогда рождается искусство, когда дружба, когда понимаем партнерство, с режиссером найти общий язык, это единомышленники должны быть. Вот тогда рождается искусство. Очень интересная эта профессия, она интересна, она завлекает, и оттуда оторваться невозможно. Новое должно быть. Нельзя повторяться. Я это уже делал, это уже делали, и это все прошло. Потому что я художник, потому что я сочинитель, потому что я должен придумывать новое. Тогда я буду прогрессировать, тогда, когда я буду придумывать новое. Старый багаж мне хватит, мне его хватит повторить. То я делал, а я сделал еще лучше. Повторюсь. Это запасной вариант. Я его никогда не использовал и не буду использовать. Потому что вот такой я человек. Я хочу новое. Но хочу новое. В искусстве нужно новое. Все. Бывает иногда просто иссяк человек, просто как художник. Вот у него энергия внутренняя сильная, идет по сей день. И сейчас продолжает сын его деятельность. Я задавал себе такой вопрос. Я счастливый человек. В чем счастье человека? Жениться – счастье, да? Да, иметь семью – счастье. Но самое высокое счастье в чем? Оказалось, что в том, что когда твой сын идет по твоим стопам, и именно по твоей профессии, и вместе с ним ты идешь как одна команда, вот высшее счастье. Когда по профессии есть с кем поговорить. Вот в чем счастье. Тогда, когда ты пустил мощные корни, и ты не напрасно проработал в театре, и ты не напрасно поставил столько спектаклей. Интерес, не то что интерес, а страсть к спектаклям, любовь к театру. Вот это счастье. Жизнь не напрасно прожита, она еще продолжается.